Я приветствую вас всех на этой сессии. И в рамках данной сессии мы продолжим использовать инструменты, вот, о которых мы говорили. Вот, инвентаризация парниковых газов, РРП. И вот мы будем говорить о том, как вот, какой формат будет отчетности, и что будет потом после отчетности, когда будет представлена эта работа. И также мы увидим инструменты по инвентаризации парниковых газов РРП, которые разработал секретариат. И завтра также мы поработаем с этим инструментом и посмотрим, как выглядят эти инструменты. И мы не будем, сегодня мы еще не получили доступ к этому, и завтра у нас будет полдня по упражнению. Сегодня я покажу вам живую демонстрацию, а завтра мы будем работать. Вот, по 7 у нас будет упражнений, и вы сами попробуете поработать с этим инструментом сами. И вы получили уже разрешение на то, чтобы зайти в это приложение завтра. Если вы не получили логин, тогда мы используем домен учетную информацию, и чтобы вы могли поработать с этими инструментами, как бы, ну, не вживую, а так. И этот инструмент отчетности, это не является общедоступным инструментом, он только используется авторизированными пользователями, этот инструмент. И необходимо, чтобы вы были номинированы со своей от страны своей, да, вот от Focal Point, и от Focal Point получить доступ к этому инструменту. Это тестовая версия, и в этой тестовой версии мы даем возможность поработать, проиграть вот с той тестовой версии. И я как понял, что не все участники, вот, которые присутствуют сегодня сейчас в этом зале, имеют разрешение на доступ к этому тестовой версии. Да, если вы не получили разрешение, то напишите нам, и кто-то из нас в этой комнате вот будем поддерживать вас от секретариата КИКОН. И мы поддержим вот 3 пользователя, и чтобы вы могли использовать эти инструменты вместе для того, чтобы получить доступ и познакомиться лучше. И позже в июне, когда будет уже итоговая версия инструмента будет выпущена, то вот РКИК секретариат предоставит и назначен будет администратор, пользователь, и тогда вот он может раздавать уже другим пользователям, которые получат разрешение. Спасибо, Насип. Я хотел, Нашип, объяснить, потому что я получил этот вопрос во время кофе-брейка. Очень важно, чтобы, по крайней мере, 3 было пользователя в каждой из стран. И я знаю, в комнате, вот в этой аудитории, вот, и вот еще пока не представили вот этих пользователей. И это важно, я получила эту информацию, что вы еще не готовы отчитываться еще, да, по отчету. Мы знаем, но вы должны быть готовы вот к отчету в июне, когда новый инструмент уже появится. И я не хочу, чтобы эти инструменты были новыми для вас. Я хочу, чтобы вы немножко поиграли с ними сейчас, а вы любую можете информацию вот, вот официально включить, но она потом будет удаляться. Вам надо поиграть, да, вот, и если вы вот поупражняетесь, и потом, когда в тот момент, когда вам уже скажут использовать в реальной жизни, то вы уже будете знать, как помещать туда вот необходимую информацию в этот инструмент. И поэтому надо поупражняться, импортировать, экспортировать информацию, любую информацию, какую вы хотите, вот с ней проиграть, посмотрите, как она работает, как информация вот, обобщается, добавляется, потом как решения принимаются. И вот категория третья показывает вот то, что наши подчинения покажут вам, и вы сможете тоже с ними поупражняться, потому что вот те, кто проводят тренинг, и на следующей неделе еще что-то будет делать, и потом наступит время, когда мы предоставим в конце июня этот инструмент, вы забудете его, и поэтому сейчас важно как бы подумать, о, давайте я посмотрю, как это будет работать, и надо вот 3 пользователя
пользователя с каждой страны, чтобы были, которые будут вместе с коллегами эту работу делать, вместе как в группах поиграете, поупражняетесь, потестируете. Это вот то, что необходимо. И моя цель вот по окончанию данного тренинга у меня будут списки вот 3 пользователей от каждой страны. Спасибо большое за то, что вы объяснили все. И я сейчас войду в этот инструмент, и с самого начала, когда вы получаете разрешение, то тогда вы увидите, как это делается. Мы предоставляем доступ и даем ссылку к инструменту отчетности. Вот это через вот, РКИК секретариата. И вот когда я захожу, мне спрашивают имя пользователя и пароль. И если у вас есть только имя пользователя и пароль будет, тогда вы сможете войти. Вот я свое имя пользователя запишу, впечатаю. Я вот вошел в эти инструменты, и сейчас да, и да, я вот уже получил разрешение, на эту страницу вошел, и вы можете выбрать один из 3 инструментов отчетности. Первое– это инструмент по инвентаризации парниковых газов РРП, вот это час поработаем. Затем это инструмент по прогрессу, и мой коллега Джейми также покажет демонстрацию, будет с вами работать завтра. И третий инструмент– это поддержка РРП вот, для вот, показывает поддержку по финансам и наращиванию потенциала. И мой коллега Гопал, он в пятницу представит вам, сделает презентацию, чтобы вы были знакомы. Как только я войду в вот эти инструменты, затем я выбираю один из инструментов. Я вот сейчас зайду в инструмент инвентаризации парниковых газов РРП. Я вот вошел в этот инструмент, выбрал. Когда первый раз вы открываете, уходит немного времени, потому что это приложение загружается, надо подождать. Но в следующий раз, когда вы будете опять заходить, то тогда много времени не будет уходить. И я использую тот же инструмент, который я вот и для других тренингов провожу. Когда впервые вы заходите, логин делаете, то вы увидите эту версию. Когда вы первый раз входите в приложение, если вы ни разу не входили, то вот такой экран, на экране появится вот такая картинка. И на этом экране вы увидите первый шаг для того, чтобы начать работу по инвентаризации, это создать вот этот кадастр, вот эту инвентаризацию. Это место, где вы создаете кадастр, и есть 3 пути, как вы можете сделать. Первый раз, когда вы создаете просто пустую форму кадастра, это первый вариант. Второй вариант, если мы уже создали вот этот кадастр, и мы хотим использовать эту версию для того, чтобы другую версию создать. Вы делаете копию этой версии и добавляете еще. И вот вы, например, с предыдущих годов хотите использовать форму, и вы можете использовать вот второй вариант. Как бы копию создаете, а третий вариант вы вот рассчитываете ваш кадастр в программном обеспечении, вот
MGIC, и затем вы уже включаете в инструмент отчетности, и вы тогда третий вариант нажимаете. И вот есть три пути или три варианта метода работать. И многие стороны, которые не используют ГИК, а другие инструменты. И первый вариант, который вот они используют, это когда создают пустую вот эту форму кадастра. Вы создаете пустую форму кадастра, вот, инвентаризации, но это не означает, что вы будете вручную все вводить. Вот, вы просто будете переводить эти данные, импортировать данные из Excel в этот инструмент. Когда вы создадите такой кадастр, вот надо создать, но перед тем, как вы создадите кадастр, я хотела бы показать вам еще несколько разделов. И здесь вы знаете, куда вы вошли. И затем первое, это вот инвентаризация кадастра. Я вот сюда нажму, и мне дают все вот инвентаризации, описи, которые создаются в моей стране. Вот, например, у меня XYZ название моей страны, и вот за последние несколько недель вот эти созданы у меня кадастры страны XYZ. И 24 год мы готовим, это вот версия, название, статус показан, вот, а потом версия я вернусь и скажу, что это версия, когда была создана, потом, когда была обновлена последний раз, вы можете модифицировать, нести изменения на этой основе. И здесь вы видите все вот инвентаризация, дата entry, вот данных, и где-то 90% времени вы будете использовать на работу вводом данных в приложение. И вот позже мы будем охватывать эту часть, а затем вот эта таблица по отчетности, я показывала вам, вот помните, АТО, там вот желтые, ой, оранжевые, синего цвета таблицы, и потом здесь какой текст вы будете включать, когда кадастр будет у вас уже заполнен, какие-то расчеты, пробелы в расчетах, и вы будете использовать вот эту таблицу. Она еще полностью не разработана, а мы думаем, вот для будущих версий мы будем ее дорабатывать. Но сейчас я вернусь к созданию этой версии, и когда я нажимаю вот версию, давайте выбираю создание пустой вот формы этого кадастра, я нажимаю, и сейчас мне спрашивает год подачи выбрать, и здесь я вот определяю, для какого года подачи данных. Например, я хочу в 2024 году подать вот этот отчет. Я поэтому выбираю 2024 год как год для этой ячейки. И вот этот год определяет, вот сколько у нас годов будут включены в этот кадастр. Мы подаем год для подачи, вот, и он потом определяет также вот конец вот этого отчетного года. И здесь мы видим, вот это приложение можно использовать. Вот многие могут, пользователи стороны могут пользоваться. Может быть, 10, 5, 20 пользователей стороны, и они могут работать по этой версии одновременно. Это приложение для многопользования, и вот сторона может 5 версий на 24 год, может быть, создать. И вот, например, я попытаюсь один создать, потом второй, потом третий, и это вот поможет. Например, я нажму сюда, вот на этот значок, и все пользователи, у вас только будет одна вот версия для вот подачи в этом году. И вот вы увидите, что это только общая версия для всех пользователей, которые работают в вот этой стране конвенции, и вы подаете ее в секретариат ИРКИКа. Это вот показывает, что с одной общей версией вы работаете. И вот я, например, показываю разные версии, создаю вот кадастр, вот мой кадастр создан, и вы здесь можете увидеть. Вот первое, это объясняется версия, а вторая, вот столбик, это XYZ, это вот моя сторона, вот моя страна. Если есть Германия, то здесь будет EU вот использован, ну, код вот страны Германии, потом вот это вот ОТО,
и потом программа 24 год и версия, например, 37-я, и каждая будет уникальная. Вы должны здесь определить, какая-то версия, статус, это начало, мы только начинаем работу с этим кадастром, инициировали, статус инициирован, и вот, пока вы еще не начали, и вот не вводить данные в эту версию, и здесь ну, как бы флажок помогает, что это представлено, подано это отчета, или только начинаете работать, инициирован, или уже сдан у вас, или для KRQE вот это он предназначен, и показывает состояние, статус вашего этой версии по этой инвентаризации, каково положение, какой статус, а вот это фото, это показывает, это общая версия, и если я например, выберу то, что не является дефолт, то появится та другая версия. И потом в конечном итоге вы увидите, что я онлайн. Вы можете работать с этим приложением либо онлайн или офлайн. В настоящий момент я онлайн я подключен. И если я отключусь от сети интернет, то тогда здесь зеленая кнопка превратится в красный. И если вы отключились от сети интернет, вы можете создать версию и работать на ней в режиме офлайн. То есть вам нет требования, чтобы вы постоянно имели связь, постоянно были на связи. Это особенно сделано для того, чтобы учесть потребности стран, где связь прерывается. Есть и другие варианты, позволяющие работать с этим документом в режиме офлайн. О них я попозже поговорю. И, и здесь здесь вам необходимо будет указать ваши параметры по вашему гибкости, по параметрам гибкости, которые вы применяете. Первый вопрос, который вам задается: будете ли вы применять положение в части гибкости, исходя из специфики вашего национального потенциала, да или нет? Если я выберу нет. Если я, например, выберу нет, то мне уже здесь дальше ничего не надо делать, я могу перейти к другим секторам. Но в случае, если я выберу утвердительный ответ, да, если выберу да, тогда, если я выбрал в настройках своей версии, то тогда у меня открывается под меню уже настроек по гибкости. Обратите, пожалуйста, внимание, да, что обозначение FX может использоваться только в тех случаях, когда было выбрано, только когда в конфигурации было выбрано положение гибкости. Также помните, я говорил, что в абзаце 58 я создал информацию за 24 год, и если я не применяю положение 58 абзаца, то тогда последним годом в моем временном ряду данных будет 22 год, но я хочу воспользоваться положением, которое дает льготами, которые дают положение в части гибкости. Если помните, там будет не -2, а -3, и поэтому у меня будет не 22, а 21 год последним годом. Я могу открыть также параграф 58, параграф 57, простите, и если я не применяю вот это положение по гибкости, то тогда мне нужно будет представить данные за каждый год с периода с 90 по 2019. И если же я решаю применить это положение в гибкости, то мне система дает выбор, а, за какой период я указываю свои данные по ОНУФ. И вот здесь я, например, указать, что мой базовый год по ОНУС 2005, да? Предположим, базовый год по ОНУФ у меня 2005 год. И система, введя данные 2005 год, что инструмент делает? 2005 год у нас автоматически выбран. Это у нас как базовый год для нашего ОНУФ. И то есть мне нужно представить данные за 2005 год. А затем 2005 год – это один из тех периодов, по которым мне нужно представить данные, и 2005 год уже нельзя удалить. А потом я могу выбрать периоды, за которые я могу предоставить информацию. Например, это 90-й год и, предположим, за 2000 год.
А 2005 год я не могу отменить выбор 2005 года, потому что это год моего ОНУФ. И давайте я еще один год выберу после уже года определения ОНУФ, допустим, 2010 год. То есть я выбрал эти три дополнительных года, по которым я представлю отчет. Это на основе вот этих критериев гибкости. Еще одно положение в части гибкости – это положение, касающееся а, вторичных газов. Или вам нужно будет указать, в отношении какого газа, вы планируете применять положение гибкости. Вы можете выбрать либо метан, либо диоксид углерода, гидрофторуглерод. У вас здесь есть выбор. И м, предположим, что вот по вторгазам я не буду применять положение гибкости, я сделал такой выбор. Хорошо, этот этап у нас завершен. Я перехожу к следующему этапу. И на следующем этапе уже задать конфигурационные настройки по сектору энергетики. Здесь нужно будет задать значение, а, значение теплотворной способности по каждому виду топлива. И вот здесь, например, можете указать, и здесь я могу выбрать ряд данных либо NCV, либо GCV, или же я могу задать конкретную теплотворную способность. Еще один вариант. Можно указать, например, топливо, которое не встречает, топливо, которое уникально для вашей страны. Вот здесь перечислен перечень видов топлива, по которым вам нужно будет предоставить информацию по сектору энергетику. И некоторые виды топлива, например, в вашей стране могут не встречаться. Например, я малое островное государство, да, и у меня торф, ну, очевидно, не встречается. Поэтому я могу указать, что торф у меня не встречается. И выбрав это, я могу выбрать все те виды топлива, которые в моей стране не встречаются. Кроме того, также есть данные по вторгазу, по F-газам. Как видите, у нас большое количество F-газов, и вы можете выбрать каждый газы в отдельности, газы F-группы, которые у вас не встречаются в вашей стране. И я этим пока не хочу сейчас заниматься. И по газам F-группы у вас есть необходимость представлять отчеты в нескольких местах. И мы хотели для того, чтобы облегчить работу для пользователя, чтобы он не вводил данные по каждому газу каждый раз. И здесь вы можете выбрать просто нужную вам номенклатуру газов, и потом эта номенклатура газов, эта система запомнит ваш выбор, и последующие разы выбранные вами газы будут уже проставлены автоматически, чтобы вам не нужно было каждый раз газы выбирать. То есть, предположим, я хочу добавить, мы можем добавить, например, гидрофторуглерода, да, или гидрофторуглерод, например, 134А, который встречается в нашей стране, и я хочу по этому газу представить информацию по нескольким категориям, и потом я перехожу к следующему газу и так далее. То же самое с сельским хозяйством. Сельским хозяйством у вас есть выбор, будем ли мы представлять данные только по молочному скоту, или мы предполагаем представить данные по всем группам скота, которые у нас идентифицируются в стране. То есть здесь есть вариант А. Вариант А – это когда у нас отчетность только по молочному скоту. То есть у нас вариант А у нас идет раздельная отчетность, то есть в разрезе молочный скот и немолочный скот, бинарность. А вариант Б – это когда у вас идет отчетность по всем группам скота, которые вы идентифицируете в себе в стране. Так, здесь, у вас здесь есть возможность в УПР, вы можете добавлять там дополнительные продукты. Теперь
все вот конфигурационные настройки выполнены, все конфигурационные настройки завершены, и можно уже переходить непосредственно к вводу данных. То есть если вот пока до этого момента еще не выбирал вот эту часть, если что-то не завершено, мы можем вернуться, а можно еще дополнить. Вот теперь мы все это завершили. То есть пока мы не завершим все это, мы не можем перейти к этапу ввода данных. Но завершив все это, у нас появляется возможность перейти к вводу данных. То есть мы задали все конфигурационные настройки, да, то есть, например, по энергетике мы задали, что у нас торф не встречается, по газам мы в группу мы указали там газ группы 143А, далее мы выбрали пятилетний период, то есть все эти настройки были сохранены, и я потом перехожу к следующему этапу. И все эти шаги, которые по всем шагам, которые я сейчас вам делаю, по всем этим шагам у нас будут упражнения на закрепление завтра, с тем, чтобы вы могли сами самостоятельно познакомиться. И вот теперь мы создали свою версию. Я пока все еще работаю в версии 0.37, и статус теперь у нас поменялся. Статус у нас поменялся на started, то есть работа началась. И здесь, и здесь, и, да, и здесь можно увидеть, что вот в поле Data Entry у нас данные, как только мы выгружаем, они уже автоматически сохраняются. Нам не нужно будет каждый раз жать «Сохранить». И слева у нас есть вот навигационное древо, и в этом навигационном древе отображены основные разделы типового национального кадастрового документа. И вот здесь приводится перечень секторов: энергетика, промышленность, сельское хозяйство и так далее. И вот по сектору энергетики можно щелкнуть по вот этому меню, чтобы у нас развернулось выпадающее меню. У нас есть по сектору энергетики другие компоненты, да, деятельность по сжиганию топлива, там, и так далее. Можно расширять, можно смотреть, какие дополнительные подразделы есть. Например, 1А – это деятельность, связанная с сжиганием топлива. Можем выбрать пункт 1А1 – это энергетический сектор, это производство электроэнергии для целей общественного потребления. Потом 1А, 1Б – это нефтехимическая промышленность. И все вот эти номера 1А, 1А, 1А1Б, это эта нумерация соответствует. То есть если посмотрите на эту таблицу, и вот эти категории взяты вот отсюда. Вот это 1А. 1А – это сектор энергетики, 1А1 – это производство энергии, электрической и тепловой энергии для общественного потребления. 1.1c тоже видите. То есть все вот здесь нумерации в этой таблице, они соответствуют, они идентичны нумерации здесь. И при этом некоторые категории вот здесь, у них стоит символ плюс. Плюс означает, что вы можете добавить категорию, которая будет лучше отражать специфику вашей стране. Например, да, у нас в секторе производства тепловой электрической энергии для общественного потребления, если у вас есть какой-то дополнительный дезагрегированный данный по вот этой категории, вы можете добавить соответствующую категорию. Например, и мы можем увидеть, что там есть, есть варианты дополнительной детализации. И вот если вот здесь добавили, то есть вы можете вот это навигационное древо, вы можете конфигурировать. Если что-то вы добавили по ошибке, вы можете удалить. Но помните, пожалуйста, что если удалите какую-то ветвь в древе, то все данные, внесенные в этой ветви, они тоже удалятся. И некоторое время назад по торфу я отмечал, я хотел бы, чтобы у нас по торфу было «нет» везде. Да, и вот, видите, я единожды выбрал торф отсутствует, торф no, и у меня теперь везде, где встречается торф, у меня система проставлена no. То есть в этой категории мы видим, что у нас торф уже стоит статус no, если посмотреть. Дальше другие категории, например, 1А1, А2 римская, торф,
И мы видим, что здесь тоже no. То есть, что вам не нужно будет каждый раз выбирать no для того вида топлива, который вы выбрали как не имеющийся в вашей стране. Это вот, то здесь вы можете конфигурировать навигационное древо, просто выбирая выпадающее меню. Есть еще один подход. Если какие-то категории у вас здесь отсутствуют, если у вас какие-то категории еще отсутствуют, то вы можете добавить дополнительные какие-то пункты, учитывающие специфику вашей страны. У меня есть, например, сектор, например, промышленности или строительства, да, который здесь у нас не представлен, да, или у нас есть сектор экономики, который у нас здесь не представлен. Что я тогда могу поступить? Как я тогда могу поступить? Я могу пойти в 1А3 и выбрать в подкатегориях, если там это нужно, если я не найду нужного уровня детализации, можно добавить, мы открываем А1, А2, Г, Г как гольф, и здесь у меня появился знак плюс, и здесь можно либо удалить категории. Нажав на плюс, мы можем выбрать новую категорию. Да, назовем ее новая категория. Да, вот, предположим, у нас есть новая категория под названием новая категория. Я хочу представить информацию по этой новой категории. Можно добавлять одну категорию, можно добавить несколько категорий. И вот добавить нашу новую категорию, и мы можем уже данные по выбросам, по видам топлива уже внутри этой категории представлять, да. У нас здесь уже возможность выбора, и в случае, если вы поняли, что совершили ошибку, вы можете переименовать ее. Вот здесь у вас появляется знак редактирования, вы можете поменять название. Вы можете менять название категории. То есть это вот пример того, как вы можете конфигурировать ваше древо навигационное. И, то есть ваш секторальный эксперт может открыть раздел по своему сектору, добавить свою информацию, и после этого у вас получается уже данные, вы готовы уже к вводу данных. Вот, предположим, я хочу ввести данные по жидкому топливу, по нефтехимической промышленности. Здесь мы видим, с правой стороны у нас таблица для ввода данных 1А, АБ, у нас АО жидкое топливо для нефтехимической промышленности. Мы видим, что годы, которые доступны для меня, это те годы, которые я уже выбрал изначально. Да? То есть это 990 год, 2005, 2000 и 2010. То есть все периоды, которые я изначально выбрал, они здесь будут стоять как доступны для ввода. И в случае, если у вас недостаточно места на рабочем столе, вы всегда можете элементы навигационного древа свернуть, оставить только нужные, но при этом у вас вверху всегда указывается ваш путь, то есть где вы находитесь в текущий момент, чтобы вы могли ориентироваться. А затем в форме отчетности вы видели, что там были белые ячейки, серые ячейки, оранжевые ячейки, зеленые ячейки. И вот если сектор, да, у нас, помните, нефтехимическая промышленность, жидкое топливо, если мы откроем вот жидкое топливо, а, если мы откроем по сектору нефтехимическая промышленность, жидкое топливо, нужно будет ввести данные по потреблению топлива, и потом есть у нас оранжевые ячейки, это данные или коэффициент выбросов. А если вы откроете вот приложение сейчас, вы увидите, что потребление топлива это выделено белым, то есть можно данные ввести здесь. Я ввел данные по 2000 по потреблению топлива. Это жидкое топливо для целей нефтехимической промышленности. И здесь я выбираю теплотворную способность. Допустим, я использую MCV как основу и выбираю метод, который я использовал. Это метод по умолчанию. Метод по умолчанию, который предлагается рекомендацией предлагается по умолчанию рабочей группой экспертов по изменению климата. И можете выбирать Т1, Т2 или иные подходы.
И можно здесь дополнительные функциональные возможности это применить и на последующие годы. То есть если я использовал методику, если я использовал теплотворную способность Т1, то можно выбрать ее один раз, и можно ее задать для последующих периодов, чтобы он использовал ее. Но в данном случае я выбрал, чтобы теплотворную способность Т1 использовали только для этого периода. И, и, и здесь вот появляется, видите, обратите внимание внизу, применить в отношении будущих периодов, или же там есть применить только в отношении выбранных ячеек. Можно еще отдельно ячейки выбирать. То таким же образом у вас есть информация по фактору, по коэффициенту выбросов. И вот вы вводите данные, здесь вы видите, что следующая часть – это выбросы. Можете указать данные о деятельности, вы можете указать, например, вот как только я указал данные по выбросам, у меня появляются данные по коэффициенту выбросов, то есть сама программа у вас автоматически произведет расчет. И затем, а если я здесь проставлю данные, то вот эти данные тоже у нас автоматически рассчитаются. И затем предположим, да, что у нас жидкое топливо для нефтехимической промышленности. Допустим, у меня нет данных по расчету выбросов. И в своей стране я отчитываюсь как NE. Если я напишу NE, и фактически это означает NE автоматически, что это уходит. И не надо ежегодно эту информацию, по ней отчитываться. Эта информация ежегодно поступает. И почему вы пишете NE? Если вы не рассчитываете выбросы, то тогда здесь вот факты по выборам, они показывают, что это неприемлемо NA будет, да, и если, например, этот фактор рассчитывается с учетом вот этих notion ключей, да, вот, которые аббревиатура NA, это означает, что здесь NA, нет наличия, и здесь затем программа улавливает, да, что отрицательное число если я положительное здесь число покажу, буду отчитываться тогда, да, я не смогу, потому что сохранить это данное. Если отрицательное здесь значение буду ставить, это показывается что только что 0 ожидается, а если я вот сейчас отрицательное значение сюда помещу, и видите, что здесь обновилось эти данные. До этого была вот одна сумма, а сейчас вот 23,5, кажется, да, обновилась. И таким образом вы можете включать информацию в белые ячейки, а вот в серые ячейки вы не можете добавлять, потому что они не редактируются, эти ячейки. И поэтому вот здесь мы видим серые ячейки и вот документы. А вот есть специальная ячейка для документов. Если вы хотите объяснить что-то, разъяснение какое-то дать насчет расчетов, вы показываете разницу в расчетах. И вот говорите, что расчет в разделе 2.3 получается в кадастре национальном, и потом показываете, как эти расчеты были сделаны. И здесь вы можете предоставить информацию, и здесь тоже я последующие годы хочу применить, и также это будет в ячейках показано, если вы хотите аналогичную информацию добавить. И в будущем здесь, например, для некоторых годов у нас такие же данные по тем же мероприятиям, то тогда вы можете функции, характеристики Excel сделать, и вы просто захватываете и копируете, протягиваете, и вот копируете из этой клеточки или ячейки, и потом в эту помещаете, и здесь операция Excel вы используете и для вот этого ключа в АТО вы показываете, почему вы это сделали. Вы заходите в общий раздел и даете объяснение, и вот страна дает комментарии свои,
которые будут отражены в таблицах отчетности, или вы можете, если вы хотите, вот комментарий от стороны, или как пользователь, вы для себя какое-то напоминание делаете, памятку комментариев сделаете, а это ключевые для вот этой категории, для этого топлива. И затем здесь объяснение для NE. И я вот сохраняю, и я даю NE объяснение, почему я использую NE, и затем комментарий представлен, и затем в этой ячейке есть указание, что я использовала здесь комментарии, и как и другие комментарии, вот фильтр по комментариям, и вы можете использовать на последующие годы, если вы будете для каждого года использовать этот фильтр, и поможет вам сэкономить время. Вот, а в каждую ячейку поместить эти комментарии. Например, я выполнил, предоставил данные по жидким видам топлива, и теперь это твердые виды топлива. И то же самое могу сделать для твердых видов топлива. Я вот сюда захожу, года. И здесь мы видим, что данные для жидкого топлива, для твердого вида топлива. И вот если зайду один A1B, и тут если вижу, что у меня агрегированная совокупность получается жидких и твердых видов топлива. Да, и вот потребление твердых видов топлива, жидких, и вот они агрегированы. И здесь также вся информация агрегирована, также и для выбросов, что касается выбросов. И таким образом все эти расчеты происходят, и вот в каждой ячейке, и здесь расчеты сделаны, и сделаны самим приложением расчеты, и вы заполняете тогда оранжевого цвета и зеленого цвета ячейки. И таким образом вы можете вводить данные, и вот как только у вас уже будет приложение. И у страны может быть такой как бы пример. Например, у вас нет данных для отчетности по вот этим подкатегориям. Это, например, вот производство твердых видов топлива и других вот, промышленной, энергетической промышленности. Да, и там вот у вас нету, может быть, данных вот по вот этим ярлыкам, и вы хотите вот тогда уже до уровня 1А, 1С только предоставлять информацию, и я не буду добавлять вот эти все детали, и я тогда смогу напрямую вот здесь читать данные на этом уровне здесь. И здесь, видите, даже если зеленого цвета ячейка, я здесь ниже ничего не добавлял, и я могу здесь данные добавить. И как только вы вот это будете делать, то тогда цвет ячейки будет меняться с зеленого на коричневый и показывать, что расчеты какие-то были сделаны. Ну вот, и вы записали данные на высоком уровне, агрегированные, и поэтому ячейка становится другого цвета. Это только для приложения, и вы можете отслеживать и другие ячейки для верификации. И вот отчетные таблицы, они выглядят другим образом, потому что там показаны все цвета. Вот, но это напоминание как бы пользователю, вот, на каких ячейках уже была сделана запись. И по производству вы добавляете ниже здесь, не могу ввести данные, потому что данные ожидается, что они добавлены из этих двух строк, рядов. И я не могу здесь вводить данные, и для меня вот она закрыта. Но если я удалю вот здесь, и также удалю вот это, и тогда вот 1А не появляется, и поэтому и у меня получается, как будто нет у меня дезагрегированных данных по этой категории отчитаться. И сейчас я захожу опять вот
по годам, и здесь я могу вводить данные. И инструмент позволяет вам вот использовать отчетные данные и вот агрегировать их и дезагрегировать. И если вы хотите использовать ключ C, да, и это говорит о том, что C — это тоже ключ уведомления, и, например, я хочу использовать один из ключей, который не признается, это когда не, потому что она не показывает, вы можете только вводить только вот 6 ключей уведомления. И вот это программное обеспечение, оно делает все за вас, чтобы избежать ошибок при вводе данных. Это таким образом вы можете адаптировать это дерево навигации, требования навигации к своим потребностям. И все приложения, с которыми я работал, я вот напрямую выходил в приложение, но это также вот повторные непрерывные процессы. Заходить надо в Excel, и вот в категории 3 вы можете найти. И это один, также другой будет в вводе данных через Excel. И этот инструмент позволяет вам вводить данные, и многие из вас уже работают с Excel с программой и вот вводят данные в табличку, и мы можем, вот я продолжу с этим примером, это 1А, 1Б, и здесь у меня здесь варианты экспорта. Вот экспортировать только то, что я видел здесь в Excel таблице, или вот, и, например, вот 1А, 1Б, вот вы видите, что они связаны с этой линией, я могу включить это, или это может быть 1А, 1А, или 1А, 1Б. Если это вот возьму, и вот я экспортирую данные, и затем смотрю в Excel, а как у меня вот и те, которые вот импортируют данные, как они выглядят. И мы работаем по жидким топливам, видам топлива. И для жидких видов топлива давайте я посмотрю по участкам. И для жидких видов топлива, для жидкого топлива. И вот мы добавили приложение, и вот то, что я экспортировал в Excel, и здесь вы видите все данные, которые я здесь включил, и это также документы, и вот все отражается вот здесь, мы можем увидеть. И потом я вот заношу данные по твердым и жидким видам топлива, а вот газ я пока не вводил, и я хочу ввести данные вот в Excel по газу. И здесь вот сейчас посмотрю эту табличку, потом выбросы. И для выбросов я здесь напишу NA, ключ уведомления. И здесь я ввожу данные в Excel по газу и по жидким видам топлива. И вот 90-й год у меня в Excel и как приложение зеленые, вот зеленые ячейки, они рассчитываются в Excel, вот, но вот для зеленых ячеек в Excel вот оставим их пустыми, а когда вот придет момент вот, расчетов, они тоже будут рассчитываться в этих ячейках данные. И сейчас я ввел данные в Excel, и я вот сделал весь ввод данных в Excel для каждой из этих категорий. И также мы видим, что в Excel вот приложение, оно вот в ведомости Excel помещено, и я здесь доволен сводом данных в Excel. Сейчас посмотрю в целом на этот файл. И я хочу импортировать опять приложение, эту информацию, и нажимаю здесь
опцию импорта Excel файла. Я экспортировала Excel файл, и здесь вы все время можете увидеть здесь очень много файлов, которые генерируются, да, и данные вот какие импортированные, которые не импортированы. Вы можете открыть Excel файл и увидеть. Да, но трудно прочитать, но здесь увидите, что каждая из этих линий, строго говорят, да, важно или не важно значение. И я вот получаю эту информацию постоянно. И вот эти значения, которые важны, и вы можете войти и посмотреть, что это вот данные еще не сохранены в приложении. И я могу вернуться к приложению и посмотреть на данные по газовым видам топлива. Это вот эти данные, которые я вводил в Excel, в приложение. Вот, и потом мы видим, что опять это ушло в приложение. И если я рад, счастлив, что я могу сохранить, если вот то, что там есть, мне понравилось, я могу сохранить, обновить. Да, и вот говорится мне в послании, что успешно сохранил данные. И все газового вида топлива, они введены, импортированы, и там мы видим цифры негативные, они не были импортированы, негативные значения, потому что это было положительное, и вот неправильные цифры мы не будем возвращать приложение, и затем также рассчитано, потому что в Excel не рассчитано, но вы можете вернуть, оно будет рассчитано, когда вы импортируете, назад в приложение. И вот это вот Excel, вы видите, что вы можете большим количеством вводить данные в Excel и экспортировать каждую категорию навигации, или также вы можете в Excel сделать. И для того, чтобы это сделать, вам надо вернуться в опцию, и там она посмотрит то, что там хранится и все категории, которые у нас есть в навигационном древе, они будут отражены в Excel. И, например, 2000 с чем-то вот этих табличек, ведомостей, данных, когда будете работать, вам тогда меньше уже использовать, это действуют эти ячейки в Excel. И вот я завершил ввод данных, я завершил весь ввод данных, полностью завершен. Затем, что я могу сделать? И и я теперь возвращаюсь к получению АТО. И для того, чтобы получить таблицу отчетности, я нажимаю отчетные таблицы. Вот, и здесь вот ОТО, это здесь все T, это АТО. И вот я генерирую по каждому году АТО или для всех, всех года вместе. Например, здесь я отобрал определенный период времени, вот и все года указываю с такого по такой. Вы можете по секторам также делать отбор, например, множественный, несколько секторов, можете включить все сектора. Или вы можете, если вы знаете, что данные вот идут с этой таблицы, тогда посмотрим, как эта табличка будет выглядеть. И вы можете выбрать вот конкретно отдельно взятые таблички, выбрать, отобрать, и данные, которые вы ввели, вот они будут в 1A, 1S будут видны, вот посмотреть, как они выглядят. Если я не уверен, то я тогда все таблицы здесь выберу. И все таблицы отобраны, выбраны, и все сектора также отобраны для всех таблиц. И здесь я могу нажать «Применить», команду «Применить». И таблицы по отчетности по каждым годам, которые я попросил, они вот, все вот 6 направлений. Или вы, может быть, каждый из этих годов взять по отдельности и сделать 6 у вас файлов, или сделать один весь.
Да, и здесь мы видим 6 лет представлены, и на это время уходит все 6 отобранных годов, и мы видим, что 6 таблиц Excel, и вот время уходит на обработку, и также я могу вот за 1 год только взять, например, с отчетного года взять период. Нажимаю сюда. То есть я добавил данные по 6 годам, но я хочу скачать данные только вот по 1 году, да? Поэтому я щелкну только по 1 году, и я сохраняю вот эти таблицы отчетности. Здесь не очень крупный шрифт, но это версия под названием. Версия в названии файла уже указано, за какой год эти данные. То есть в самом названии файла у вас уже необходимый идентификатор есть, позволяющий определить, за какой год. Вот XYZ у нас страна за год и датой времени экспорта данного файла. И вот мы видите, вот вы видите, что программа у нас создала все таблицы отчетности и все данные, которые вы добавили. И прежде чем мы перейдем к отчетным таблицам, я хотел вам показать вот здесь настройки совместимости. Или, точнее, помните, можно было через Excel, можно было импортировать данные из программного продукта MGX с помощью JSON. У меня уже есть созданный JSON-файл в программном приложении MGX, и вот этот файл я хочу теперь импортировать в приложение. Для этого я открою inventories и upload файл, загрузить файл, для того, чтобы загрузить файл в формате JSON. И вот я добавляю JSON-файл, который был экспортирован из программного приложения MGX. И если я здесь создаю версию за 24 год, я здесь выбираю вот как версию по умолчанию, да, и вот я импортирую данные из программного приложения MGX, и всегда можно будет посмотреть в журналах, какие данные были импортированы, какие данные не удалось импортировать. Данные в журналах отображаются, в логах. И теперь у меня есть. Я раньше работал с версией 0.36, 37, и теперь у меня появилась новая версия 0.38. И я могу выбрать здесь, ускорить здесь даже процесс. И можно вот здесь в настройках выбрать, какой вариант я буду для категоризации своего ската. Мне появилась у нас новая версия. Новая версия. Мы вот, задав новые конфигурационные настройки, из JSON-файла у нас появилась новая версия. И как только синхронизация завершится, вы увидите журнал того, как
данные импортировались из JSON, из программного приложения MGX. Я пока еще вот работаю в версии 0.38. И вот когда я перехожу вот в навигационное древо, вы можете увидеть сектор нефтехимической промышленности, и можем видеть, что вот здесь добавленные данные. Вот эти данные уже были импортированы по большому количеству этих категорий. Это те данные, которые были изначально введены в программном приложении MGX. И вот мы видим, что здесь появились данные, которые я не вносил здесь, но здесь появились данные, которые появились в результате импорта данных из приложения MGX. Вот здесь видите по сектору энергетики. По сектору энергетики у нас кадастр практически полностью завершен. У нас уже есть данные почти по всем видам газа. И у нас также есть данные по другим секторам, которые я импортировал из JSON, который создал приложение MGX. И если мы откроем сектор сельского хозяйства, мы видим, что есть данные по сельскому хозяйству. Давайте мы теперь используем эту версию для того, чтобы сгенерировать отчетные таблицы. В данном случае я вот здесь я выбираю не один из возможных вариантов гибкости. И у меня теперь у меня есть, поскольку я не выбирал данных, позволяющих гибкость, я здесь выбираю все сектора и выбираю только те коды, за которые у меня имеются данные. Я вот генерирую данные за один год, получается. И вот я скачаю этот файл в Excel формате. И тот и браузер у меня не реагировал. Я переключился на другой браузер. Теперь у меня есть отчетные таблицы. Я скачаю сейчас отчетные таблицы по версии 0.37. Давайте их открою этот файл. Вот у нас отчетная таблица по 0.38. Как вы видите, у меня отчетные таблицы, они уже все заполнены данными, которые я получил за счет загрузки данных из JSON. Здесь мы видим, что все данные, которые я ввел по жидкому топливу, и мы также можем здесь видеть, что все вот эти данные были перенесены. И мы также здесь видим, что у нас данные были почти по всем секторам, которые были получены при импорте данных из приложения MGX. Мы видим, у нас вот большое количество вот этих таблиц, где уже данные введены. Но вот по сектору сельского хозяйства у меня уже были введены данные, и мы видим, что у нас импортированы данные по всем секторам. То есть инструмент позволяет импортировать данные из того, что вы уже ввели в программу MGX. И вот эти инструменты, это отчеты, которые вы можете уже в том виде подавать уже в секретариат RKX. И на этом я, по-моему, охватил почти все моменты, касающиеся работы с приложением, основные базовые моменты. Но завтра мы будем уже более предметно рассматривать работу с этим приложением, и у вас уже будет доступ к этому приложению, чтобы вы сами могли проработать, закрепить информацию. У нас будет завтра где-то 6-7, наверное, упражнений. Завтра мы начнем с упражнений. Завтра мы начнем с упражнений, и теперь вам был представлен большой объем информации, его сложно переварить прямо сейчас. Я хотел бы в этой связи, чтобы вы
переварили эту информацию сегодня вечером, а мы с вами начнем упражнение завтра с утра. В принципе, на это все, что я хотел рассказать. И если у вас есть какие-то вопросы по инструменту, то я, я готов буду ответить на ваши вопросы. Благодарю за вопрос. Есть два Excel. Первый Excel-файл, который вот вы видите здесь. Первый Excel-файл, который вы вот видите здесь, вот в этом формате. В тем формате, который я вам показывал. Это уже таблицы, которые на выходе, да, появляются. В эти таблицы данные никакие не вводятся, эти таблицы для цели отчетности. Но если вы хотите скорректировать данные, да, добавить какие-то данные, то тогда у вас есть еще один Excel-файл, который я вам уже показывал, где вы вводите данные, и вы можете здесь взять данные из вашей национальной системы, из ERF, здесь их проставить и здесь их скорректировать или внести необходимые изменения. И если вы используете CRF, инструменты, то мы постарались сделать так, чтобы этот инструмент в Excel во многом напоминал CRF-инструменты, но, тем не менее, во многих местах это удалось сохранить сходство, во многих местах не получилось сохранить сходство, потому что некоторые категории добавились, некоторые категории удалились, некоторые категории расширились. Именно поэтому нет возможности напрямую импортировать данные CRF. Но формат файлов в целом одинаковый, поэтому вы можете данные просто вставлять в вот эту вторую Excel-овскую таблицу для того, чтобы сгенерировать уже отчетные таблицы. Спасибо. То есть, получается, точность данных стопроцентная, да, когда будем загружать в CTF, с RF таблицы? Их перепроверять не нужно будет. Я напрямую на ваш вопрос ответить не могу. В зависимости от того, все зависит от того, как вы перепроверяли данные, в чем заключается ваша работа по перепроверке данных. Я, не видя вашей работы по перепроверке данных, я отвечать не могу, но могу вам отметить, что если все, что вы ведете, все данные, которые вы ведете, они будут отражены. И если вы вводите данные не вручную, а если вы импортируете данные, то все данные, которые импортируются, они тоже будут достоверно отображены. Но возможность ошибки может появиться, когда вы добавляете какие-нибудь дополнительные поля, не предусмотренные конфигурации. Например, я знаю, что вот я понял, да, что мне нужно, например, предположим, что мне нужно добавить данные за 2015 год, и вы хотите эти данные уже добавить в приложение, а у вас данные за 2015 год не предусмотрены. Так у вас не получится. Вам нужно изначально предусмотреть, чтобы у вас была возможность ввода данных за 2015 год, и потом уже вводить данные. То есть есть определенные внутри защитные механизмы, которые позволяют
сохранять целостность данных, то есть некий контроль против ошибок, но если в случае, если вы будете обнаруживать какие-то ошибки или несоответствия при вводе или при импорте данных, я с радостью буду готов ответить, прокомментировать, если вы мне в формате лицом к лицу позже расскажете, в чем заключается специфика вашей Вопрос работы по есть? Еще перепроверке. можно Я последний? с радостью вас Я проконсультирую. хотела спросить, вот мы за этот отчетный период 22 год будем отчитываться в данном отчете транспарентность. Мы можем загрузить только данную инвентаризацию, кадастр, или нам нужно предыдущий тоже загружать? Если вы в этом году представляете отчеты за 22 год, то тогда, если вы не применяете критерии гибкости, то тогда данные вам нужно будет предоставить за каждый год, начиная с 90 года по 22 год. То есть если вы в 24 годе вы представляете данные, то в соответствии с условиями, процедурами и руководящими принципами ваш последний год отчетности, он должен быть текущий год минус 2 года. То есть если 24, то у вас 22 год. И если... То есть в этом году у вас будут данные до 22 года включительно. В 25 году у вас должно быть до 23 года включительно. Что вы можете сделать? Вы можете сохранить копию вашего отчета за 24 год, а потом в 25 год вам просто будет достаточно добавить только данные за 25 год. Просто если вы, за исключением случаев, когда вам поступили рекомендации от членов технической экспертной группы, вам будет просто достаточно добавить данные за каждый новый год, да, используя предыдущие отчеты. У меня такой вопрос и потом комментарий. Я правильно понял, что страна должна заполнить сюда все данные с 90-го года? В соответствии с условиями процедуры. Здесь нужно просто и да, и нет. И да, и нет. И да, и нет. Да, если вы не применяете критерии гибкости, и нет, если вы не применяете критерии гибкости, то да, за каждый год, начиная с 90-го года. Если вы применяете критерии гибкости, то тогда вам не нужно за каждый год, начиная с 90-го года. Там, в пункте 57 УПР говорится о том, что вы можете выбрать отдельные годы начиная с 90-го года по 2019 год. То есть он не по каждому году, а вот выбрав. Второй вопрос, может быть, Мы даже не вопрос, а в комментарий. Кыргызстане используем для инвентаризации софтвер IPCC. Вы сказали, что последняя версия дает возможность и экспортирует все данные из этого софта сразу вот сюда. Я правильно понял? Да, последняя версия вот этой PPC-версии MGKI, она позволяет JSON-файл, она дает вам файл, вы можете его закачать, и потом этот файл вы можете импортировать в этот инструмент, и потом все данные, которые вы включаете в PPC программное обеспечение, то он попадает туда, и не надо будет обратно использовать. Да, завтра спросим, да, и завтра еще покажем, поработаем. Угу. Это одно из упражнений, которые мы завтра будем выполнять. Еще один Еще вопрос. вопрос. Если мы будем
делать инвентаризацию. Как мы видим, сейчас некоторые названия категорий, они звучат по-другому в CRT, чем в категориях IPCC. Вы сказали, там надо через вот этот child node добавлять их. Мы должны обязательно все дополнить, которые там есть в этом выпадающем окне, или использовать только те, которые у нас есть? Эти категории, они согласованы партиями, да, и вот стороны, они договорились по этим категориям. Но есть гибкость в тех или иных категориях, где вот стороны могут давать дезагрегированные или агрегированные данные. И если в СРТ вы увидите вот в этом АТО какие-то категории не подходят, то тогда стороны могут выбрать из двойного списка или нет, и могут выше вот по категории. Эта гибкость дается, и я тоже покажу вам завтра в демо, и завтра мы тоже упражняемся, и у вас есть возможности, и вернусь к другому вопросу, что некоторые категории, они отличаются в IPPC программного обеспечения и в инструментах ОТО, CRT. И они, может быть, названы по-другому, но секретариат опубликовал вот документ, где картировал все вот эти названия в IPPC программного обеспечения в АТО, в CRT. И вот это поправки были сделаны, которые мы получили от сторон, чтобы они могли опубликовать это картирование. И я позже с вами поделюсь этой ссылкой. Но на нашем веб-сайте у нас опубликован документ, который дает общий обзор всех категорий, которые картируются в АТО, вот и CRT, вот АТО, вот, и в соответствии с IPPC руководством, потому что это не всегда одно и то же картирование. И вот некоторые категории можно картировать, а некоторые, вот, для них мы опубликовали документ, который невозможно картировать, и поэтому надо ссылаться на документ, чтобы видеть информацию по этим категориям, где идет и как. И вы можете увидеть, мы опубликовали этот документ на веб-сайте, и вы можете увидеть, что вот АТО, да, вот АТО, вот в колонке, а другая колонка, она относится к руководству IPC 2007 года. И здесь все вот извлекаемые категории, они вот относятся к АТО, но, может быть, они не существуют в программном обеспечении IPCC, и поэтому для них, если вы будете отчитываться по вот этой информации, и вот тогда программа обеспечения IPPC, вот он есть, и вот в IPPC программного обеспечения вот эти категории, они включены. И вот мы опубликовали это картирование, можем использовать это картирование, достаточно такое расширенное вот, документа по всем категориям по АТО. Вот мы тоже опубликовали такое картирование. Да, это на веб-сайте я могу вам дать ссылку, линк, и позже вы Да, можете еще один скачать тогда этот документ. вопрос. Скажите, вы показали там опцию по АНУФ, по NDC? Это обязательно? Это какой NDC? У нас вот уже два было версии. Был intended и был просто updated. Which one to choose? Какой из них? Вот обновленный или вот, и вот завтра мы будем говорить по АНУФ, и коллега мой скажет все завтра вам по АНУФу. Да, вот ждите, да, вот ответ на этот вопрос завтра после обеда. Все будут посвящено АНУФ, да, по АНУФ. Угу. Можно? Баялиев, у меня такой вопрос. Мы скачиваем последнюю версию 5 апреля 2024 года софтвера МГИ. И мы, как привыкли, мы можем забить туда, ввести все данные, получить все нужные таблицы отчета. Если мы будем с 90-го года по сегодняшний год, каждый год будем заполнять и не будем использовать вот этот гибкость, что там гибкость?
Если мы не будем использовать, тогда нам зачем вот этот CRT? Он же никакой роли не играет. Это лишняя работа, лишнее заполнение данных. Нам это не нужно тогда, получается. Двойная работа. Спасибо за этот вопрос. Вот IPPC с программное обеспечение для оценки выбросов. Здесь не отчитываетесь вы о выбросах, а это для расчета. Да, это все кадастр показан во всех АТО. И вот в этом формате АТО мы заказываем, потом рассчитываются выбросы, а затем только и затем вы должны отчитываться в формате CRT, вот это АТО выбросов. И это решение было сделано, потому что мы содействовали, чтобы это была межоперабельность между IPPC, software и вот этим АТО, чтобы 2 раза не вводили мы данные в АТО и IPC программное обеспечение. Вот вы все кадастр IPPC software делаете, потом JSON файл, и потом через этот JSON файл там уйдет. Да, и потом в секретариата РККОН. И это вот такой рабочий поток данных, поток. И в моем слайде я показывал ранее, предыдущий слайд, и это то, что вы должны это подавать, вы должны, а то в этом формате вы подаете, но в таком формате, это CRT, это ОТО, аббревиатура на русском языке, и это помогает вам рассчитывать эту подачу. Но для того, чтобы IPPC программное обеспечение, оно такие таблицы не генерирует, и поэтому надо в отчетные таблицы идти в АТО и для подачи уже этой информации. Там экспорт есть, таблица АТО, РКК. Мы последнюю версию закачали и нашли это. Ну, мы просто не пользовались. И спасибо, да, это хорошее наблюдение. А в IPPC программном обеспечении вы можете увидеть эти таблицы, потому что пользователь должен знать, откуда эти данные, куда пойдут эти данные. И программное обеспечение IPPC вы увидите, куда идут эти данные, да, и вы не сможете скачать АТО, вы только увидите ОТО в IPPC программного обеспечения, но вы не можете их импортировать. Это просто содействует тому, что вы видите, где эти данные введены в IPPC и потом в АТО. Это пользователь, чтобы мог видеть, куда данные идут перед тем, как передать эти данные. И IPPC визуализирует, но не отправляет эти АТО документы. Если я правильно понял, мне в действительности где-то я смутно понял, да? Но я так понял, что трудоемкость работ вырастает в 2 раза, и оплата тоже. Я не могу ответить на платежи, потому что это выходит за рамки моей презентации. Но что касается интенсивности по времени, да, мы должны работать со сторонами, чтобы они вовремя предоставляли. Если что-то не ясно в этом рабочем потоке, что время уходит на это, пожалуйста, вы давайте нам обратную связь, чтобы мы дальше доработали этот рабочую схему, и чтобы она была более эффективна для сторон. И также я могу объяснить завтра, как мы можем работать, и у вас могут быть данные в IPPC программного обеспечения, мы можем работать вместе с вами. И да, во время кофе-брейка, наверное, скажем, я покажу, как мы передаем данные. Это очень легко из IPPC с программного обеспечения в JSON, инструменты, тут отчетности, файл JSON. Всё? Еще вопросы, если есть? Коллеги? Да, пожалуйста. One more question. Так, JSON работает с версией 2.5.4 или нет? Старая версия 2.5.4 software. Да.
Джейсон с ним работает или нет? Просто скажите. Да или нет? Не работает с версией. Не работает с версией, которая была генерирована раньше. Вот IPPC работает 2.5.7. 2.5.7, 2.5.7. И это, да, это все разделы работают, и IPPC программа еще разрабатывается в разработке, да, и позволит передавать все эти данные. И вот еще в работе в июне вы получите новую программу JSON, программное обеспечение, где будет больше секторов, больше категорий. Мы работаем вместе с IPPC, с MGIC, вот MGIC, вот, чтобы вот стороны могли уже готовить свои данные. Вот, вы не должны ждать вот пока версию, вот последнюю версию для того, чтобы она была как межоперабельна. Можете продолжать работать дальше.